Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. Сегодня мы находимся в стрелковом клубе «Викинг». У нас сегодня пройдут соревнования по снайпингу. Да? В чем особенность этого соревнования? Будем стрелять в ночи, то есть используя тепловизионные прицелы. Поехали, видим, что там будет. Ну что ж, дорогие друзья, мы только что лицезрели выстрелы, да, это стандартная мишень на 200 метров в трех положениях, это стоя, сидя и лежа, да. Здесь еще и у нас идет снег, достаточно плотный, так что цель преломляется, да, то есть оно практически видно, где-то не видно, да. То есть цель у нас идет размерами где-то А4, ну стандартный, да, такой вот. Ну, меньше А4, конечно, но погода делает свое дело, усложняет стрелкам ихнюю задачу. Промах! 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 Не торопитесь! Промах! Промах! Готов? Рома? Нет. Спуск. Это будет рапорт.
магазин примкнули, патрон не досылаем. Огонь! Прошло 2 минуты. Общая команда! Огонь! Отходим, Что это не его, не его, вот эти два его. Мы можем ему засчитать 2 попадания, как бы, да, но не можем тени оставить. На черном щеке должен светиться. У него может быть по-другому, у него На черном с краю, да? надо спросить. Саня, куда писать повесить? Проезд справа. Огонь! Арбасова. Медаль. Чемпион. Попов ДГ. Как вы считаете, да, такие соревнования, как часто надо проводить? Ну, часто.
Ну, в год хотя бы два раза, да? Да, 2 раза весной, можно летом и осенью. Да, и- Более зимний вариант. Что еще вы бы добавили к соревнованию? Побольше упражнений. Чуть-чуть. А так в целом все нормально. Это у меня вопрос такой, да. Вы впервые участвуете в таких соревнованиях или у вас Ну, в ваших соревнованиях охотничьих именно впервые. впервые, да? А так занимаетесь уже давно, да? Нет, полгода. Полгода, да? Человек полгода занимается и уже выиграл призовые места. Тепловизор. Тепловизор. Ага. Опыта работы с тепловизором нету, как бы, да. Ага. Очень интересно, на самом деле. Мгм. В основном, стрельба с открытого прицела, как бы для охотника это не впервые, все это стреляют. стандартно, Ага. да. А вот тепловизор, да, очень интересная тема. Ага. Ну, то есть Над упражнения этим можно были- подумать, над этим нужно работать. Ага. Над упражнениями самими тоже нужно поработать немножко. А вот как, по вашему мнению, прошли ночные стрельбы, да? На соревнованиях? Ну, соревнование получилось очень интересное. До этого вот у меня был прицел, подарили, лежало, нигде не использовал. Вдруг вот соревнование, объявление, Да. положение там отправили, все. Потом пристрелку сделал, еле научился. Но очень сложно. Непривычно. Да, непривычно. А вот сами скажем, да, дальность стрельбы, там, сколько там, не помню даже, сколько метров. Да, там очень дальние мишени были, поэтому некоторые прицелы не могли их обнаруживать, потому что тепляки эти слабые были. Но организаторы, судьи, в следующем году сделают еще, доработку сделают. Поэтому в следующем году, наверное, лучше будет. А так, соревнования очень интересные, много опыта взяли, со всеми Участниками, да? да, участники познакомились, друг другу прицел тоже познакомились, все, инструкция. И еще выставка была очень интересная. 700 метров в ночное время это очень сложно было. Да, и трудно. скорее всего. Учитывая то, что данные соревнования были в Якутии впервые, и ночные стрельбы, которые мы организовывали, и для нас это было в первый раз, и вообще для стрелков, и для республики, для города, это было все впервые, я считаю, что прошли замечательно. То есть вся наша техника, которая должна была отработать в ночи, она отработала. Никаких там нештатных ситуаций не было. Да? Вот как организатор скажу, что прошло все замечательно. Прошло без эксцессов. Что бы вы еще добавили, да, или убрали из упражнений? Мое личное мнение, да, это Именно по упражнение времени. «Баран в ночи», которое по бумаге, оно было несколько лишним, да, с учетом того, что у нас было достаточно холодно, это упражнение, оно затянуло время, и оно было лишним, я считаю, да. Можно было его заменить на какое-то металлическое упражнение, с подогревайками, и было бы, веселее, и быстрее, да, и, было бы чуть-чуть динамичнее, а не растянуто во времени. Вот это единственное, что, в следующем году мы обязательно заменим. Вот. Единственный момент это срок проведения. Нужно было сделать его чуть-чуть пораньше все-таки, да, потому что было прохладно. Ночью похолодало, прям похолодало. Но это наши особенности республики, поэтому ничего страшного, все вынесли стойко, Да. все улыбались в конце, поэтому все хорошо. В этом году интересные соревнования, ночные стрельбы. Положения другие, да? Да, То есть очень интересно все нестандартное. это положение, стандартное, да. Я сам вообще занимаюсь снайпингом, высокоточной стрельбой. Сколько лет прошло? 4 года. 4 года, да. 4 года занимаюсь, ага. И соответственно, начал с маленького, то есть с обычного карабина, то есть
Ну и потихоньку результаты. Ну, уже углубление, изучение уже пошло. Единственное, что интересно, то что, ну, вот, например, в отличие от снайпинга, там все время с оптики, Да, а с тут оптики, с открытого прицела, ну, реально охотничьи Да, вот эти, да. да, также, да, я заметил, цели были как бы за кустами, как будто это настоящие вот, добычи, да? Да, есть Это, такое, да, ага. да. Вот ночное время стрельбы, вот какие сложности вы там встретили? Я думаю, ну, это впервые проводились соревнования, Да, так это что впервые, да. мишени были сориентированы только на тепловых вот этих датчиках. Например, горный банан достаточно большой, и как бы сколько ни лепи, она вот на расстоянии кажется, ну, только одной точкой все Да, равно как видно. да. Какая бы у тебя тепловая прицел не был, там все равно видно, как будто он очень маленький. Ну, как не как в жизни, скажем, да. Вот здесь были трудности какие-то, да. В этом плане, да? Именно, да, дальние 600 метров, например, если смотреть, есть теплоприцел, там все равно как-то вот есть нюансы. Ну что ж, дорогие друзья, да, мы взяли интервью с победителем нашего соревнования. И, скажем, да, увидимся в следующих выпусках или в следующих соревнованиях. Спасибо большое.